На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Главные события дня в материале наших корреспондентов. Я ведущая Фатима Джопа. Приветствуем вас. Сегодня в выпуске. Принят закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действиях на территории Республики Абхазия. С чем связан рост цен на топливо и следует ли автолюбителям опасаться дефицита? В селе Кацикыт Булрыбского района построен и сдан в эксплуатацию новый мост. Старые неплодоносящие насаждения цитрусовых будут списаны с участков агрофирмы «Гагребш». Президент Аслан Бжаня поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником – Днем независимости. Любовь к свободе и готовность поддержать борьбу за нее объединяет наши народы. Боливарианская республика Венесуэла в числе первых признала независимость Абхазии, заложив прочный фундамент братских дружественных отношений, которые поступательно развиваются и укрепляются, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и плодотворной деятельности при выполнении ответственной государственной миссии, а всему народу мира, благополучия и процветания. Парламент принял законы, устанавливающие права и социальные гарантии для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Депутаты также утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год и приняли в окончательном чтении ряд важных законопроектов. Всего было рассмотрено более 20 вопросов. Подробности в репортаже Рады Чичава. В начале заседания депутат Алхаз Барциц предложил внести в повестку принятие закона о международных договорах во втором чтении. Законопроект был внесен. Первым вопросом был рассмотрен проект закона об акцизах. Проект закона предусматривает установление как фиксированных, так и комбинированных налоговых ставок. Также предусматривается дифференциация налоговых ставок. К акцизной продукции относится алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Табачная продукция, электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, жидкость или электронных систем доставки никотина, любая жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг или 5 мл, а также ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов. Закон был принят во втором окончательном чтении. Принимаемый закон будет регулировать правоотношения при установлении перечня лиц, являющихся налогоплательщиками налога, определение объектов налогообложения, перечня товаров, подлежащих обложению акцизом, определение налоговой базы, налогового периода и налоговых ставок, порядка исчисления уплаты акцизов, установление порядка обоснованности применения освобождения от налогообложения акцизами при экспорте подакцизных товаров. Далее парламентарии рассмотрели проект законов о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Республики Абхазия и о национально-освободительном движении абхазского народа. Документ разграничивает категории ветеранов, устанавливает их права и социальные гарантии. Учитывая особую значимость этих законопроектов и необходимость их принятия, Комитет по обороне и национальной безопасности привлек к работе представителей Минобороны и ветеранских организаций. Законопроект, законодательный акт о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий в послевоенное время отсутствовал. Также в нашем законодательстве отсутствует законодательный акт, определяющий статус и регламентирующий права и меры социальной защиты лиц, принимавших участие в национально-освободительном движении нашего народа, устанавливающий государственную политику в данной сфере. Депутат Астамур Герхели отметил, что законы помогут лучше классифицировать категории ветеранов. В предлагаемом на высшее рассмотрение сегодня законопроекте определяются понятия «Отечественная война народа Абхазии 92-99 годов», «Ветеран войны», «Ветеран тыла», «Ветеран боевых действий» на территории Республики Абхазия. Абхазия, инвалид войны, другие, которые до этого не были законодательно закреплены. Также законопроект устанавливает меры социальной защиты как ветеранов, так и ветеранов тыла. Предлагаем принять законы о ветеранах, которые обеспечат правовые гарантии социальной жизни ветеранов, поможет создать условия для обеспечения им достойной жизни, почет и уважение в абхазском обществе.
По мнению депутата Беслана Халваш, после принятия закона необходимо провести перерегистрацию ветеранов для получения точных данных об их количестве и классификации. Спикер парламента Лаша Ашуба в свою очередь отметил, что обсуждаемый законопроект в действительности очень важен. Уверен и убежден в том, что он будет нуждаться еще в дополнительной доработке в процессе реализации закона, будет выявлены его, минусы, да, недоработки и так далее. Я думаю, что это и часть нашей ответственности, ответственности 7-го созыва, предстоящие 3,5 года, мы тоже сможем внести соответствующие изменения и правки. В общем-то, считаю, что принятие закона давно назрело, но этот закон жизненно необходим для наших ветеранов и для всего нашего общества в целом. В итоге депутаты приняли законопроекты о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Республики Абхазия и о национально-освободительном движении абхазского народа во втором окончательном чтении. Закон вступает в силу с 2024 года. Следующим вопросом, выдвинутым на голосование, был закон об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Докладчиком выступил министр финансов, вице-премьер Владимир Делба. Республиканский бюджет по доходам составил 10,6 миллиардов рублей, по расходам 10,4 миллиарда рублей, по источникам финансирования дефицита 215 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета впервые достигли 4,9 миллиардов рублей. Бюджет у нас за прошлый год государственно исполнен на уровне 110,2%. Доходную часть по доходам, доходную часть бюджета поступило средств на 1,2 миллиарда рублей больше, чем это прогнозировалось параметрами. Если соотносить по отношению к предыдущему году, предыдущий я имею в виду 2021 год, то динамика составила 34%. Общие итоги исполнения государственного бюджета за 2022 год сложились с профицитом 398,5 миллионов рублей. В соответствии с общим объемом на 2022 год республиканский бюджет исполнялся в режиме наличия целевых республиканских программ, которых у нас в 2022 году было 12 и 9 адресных мероприятий. Общий объем на реализацию этих программ и мероприятий составил 1,1 миллиарда рублей. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год был принят в первом и втором окончательном чтении. Также единогласно был принят отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2022 год. На принятие в первом чтении также был вынесен законопроект о введении в действие части 4 Гражданского кодекса Абхазии. Законопроект представил постоянный представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц. Сама по себе цель проекта следующая – это восполнение пробелов нормативно-правового регулирования в целом и совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Это совершенствование непосредственно правовой базы и установление новых правил, норм и правовых принципов регулирования в сфере интеллектуальной собственности. В первом чтении был принят и законопроект о внесении изменений в закон об НДС. Проект закона предусматривает установление обязанностей по восстановлению сумм налога, которые ранее были приняты к вычету при приобретении товаров, работ или услуг, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае, если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Во втором окончательном чтении парламент принял законопроект об установлении отчислений в местные бюджеты. До конца этого года Ачамчирский и Ткварчалский районы будут получать по 50 рублей с реализованных билетов в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру, по 150 рублей в бюджет Гудаутского района, за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости. Депутаты внесли изменения в закон о страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия. Парламент освободил всех военнослужащих от уплаты взносов. Данный проект закона направлен на установление нормы, освобождающей от уплаты страховых взносов с денежного довольствия военнослужащих Агентства правительственной связи Республики Абхазия, Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.
Также депутаты в окончательном чтении внесли изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Проект закона закрепляет исключительное право Банка Абхазии как учредителя АПРА на разработку и утверждение правил НПС. Проектом вводится понятие «банковский платежный агент», возможность кредитных организаций привлекать банковских платежных агентов в целях осуществления отдельных банковских операций, а именно осуществления перевода денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов. Сегодня наша страна подошла к автоматизации деятельности банковских услуг, расширению спектра оказания банковских услуг. Сегодня это веяние и требование времени производить онлайн-переводы банковские. И самое главное, чтобы онлайн-переводы они осуществлялись, и нормы были заложены для того, чтобы качественно оказывать эту услугу. В первом чтении принято постановление об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждении русской и английской транскрипций их наименований. Целью данного проекта постановления является установление правильного написания на абхазском литературном языке названий географических объектов в Абхазии, по возможности их максимально точная передача на русскую и английскую транскрипцию. Да, это даст возможность, прежде всего, правильного написания географических объектов Абхазии на картах, в учебниках географии, природоведения, истории, в научных, учебных, справочных и других печатных изданиях, СМИ, а также в официальном делопроизводстве и на дорожных указателях. Парламентарии также приняли решение сократить территорию национального парка Кадорское ущелье на 16 тысяч гектаров в пользу лесного фонда на 10 лет до 2032 года. Проект представил депутат Тимур Бея. На заседании сессии парламента также был рассмотрен ряд земельных вопросов. Что касается законопроекта о международных договорах, внесенного в повестку Алхасом Барциц, то после обсуждения он был отправлен на доработку. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Совет Федерации одобрил федеральный закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Тему прокомментировал министр иностранных дел Инал Арцинба. Российская сторона завершила процедуру ратификации соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Ранее абхазская сторона выполнила все необходимые государственные процедуры в этом контексте. В ближайшее время ожидается указ президента Российской Федерации Владимира Путина, который определит условия упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия. Мы будем обязательно информировать наших граждан о ходе развития этой работы. Хочу отметить, что соглашение о двойном гражданстве имеет большое значение для развития наших двусторонних отношений. Соглашение о двойном гражданстве – это свобода перемещения. Соглашение о двойном гражданстве – это социальные гарантии, это решение вопросов в сфере здравоохранения, образования, это решение вопросов в сфере безопасности, это признание воинской службы. Поэтому мы придаем особое значение вступлению в силу этого важного соглашения. Эта работа стала возможной благодаря поддержке президента Республики Абхазия Аслана Бжаня, президента Российской Федерации Владимира Путина. Хочу выразить также большую благодарность коллегам из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы считаем, что это соглашение – это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня нашего диалога. Аслан Бжаня подписал указ о награждении редактора газеты «Абазашта» Фардаус Куловой орденом Ахзапша третьей степени. Заслуженный журналист КЧР, член Союза журналистов Абхазии Кулова удостоена высокой награды за заслуги в области журналистики, вклад в сотрудничество между СМИ Абхазии и Карачаево-Черкесии. В Абхазии разгар курортного сезона, а значит, в республике в разы увеличилось количество автомобилей. При этом на автозаправочных станциях страны вновь подорожал бензин. С чем это связано и следует ли автолюбителям опасаться дефицита топлива, узнавала Шазина Ханагуа.
48 рублей за литр 92-го и 58 рублей за литр 95-го. Такие цены указаны на стелах автозаправочной станции «Подорожник», расположенной на повороте к Багмарану. Эти цены здесь установлены с 1 июля. Встретившиеся нам водители рассказали, что обеспокоены сложившейся ситуацией. Конечно, ощутимо. Для каждого ощутимо. 2 рубля где-то добавил, где-то 3 рубля добавил. У всех по-разному. Но здесь на рубль дешевле. Это не очень, конечно, приятно. Буквально недавно было 44, а буквально вот день, два, три, и прям как на дрожжах цены растут. Что делать? Не знаю. Подорожало, что делать? Везде подорожало. А так бензин нормальный в этой заправке. Не знаю, для меня нормально, для кого как, не могу сказать. По словам управляющей АЗС «Подорожник» Анжелы Ковы, такая ситуация возникла из-за повышения цен на бирже. Так как в России, как вы заметили, за 6 месяцев 92-е топливо добавилось почти на 59%, а 95-е топливо добавилось почти на 54%. Из-за этого нам пришлось тоже, к сожалению, поднять цены на топливо. В Абхазии мы самые последние подняли цены на топливо. Повышение цен наблюдается и на других автозаправочных станциях. На АЗС «Роснефть» 92-й бензин стоит 48 рублей, 95-й – 58, 100-й – 70 рублей. А на станции «Азид» стоимость 92-го составляет 49 рублей 50 копеек, 95-го – 59 рублей 50 копеек, 95-го S-Drive – 61,50. Конечно, хотелось бы дешевле, но что делать? Ездить никто не перестанет от этого. Как известно, наша республика сама не производит нефтепродукты. Топливо доставляется из России. По словам заместителя министра экономики Теймура Замиквабе, на протяжении последних 2 месяцев на российском рынке, в том числе и на бирже, прослеживается поэтапное повышение цен на нефтепродукты. К примеру, в Краснодарском крае цена на 92-й вид топлива колеблется от 48 до 51 рубля. В прошлом году было принято постановление о новом порядке регулирования цен на нефтепродукты. Регулированию подлежат бензин, 92-е дизельное топливо. Расчет цены на реализацию, то есть цены на стеле, отталкивается от того, по какой цене то или иное предприятие закупает нефтепродукты. Ряд из них покупают нефтепродукты на территории Абхазии, это один порядок расчета, другие завозят самостоятельно с территории Российской Федерации, это свой отдельный порядок расчета. И всегда на итоговую цену для потребителя влияет цена, по которой нефтепродукты были куплены тем или иным предприятием. И цены, по которым наши поставщики нефтепродуктов покупают топливо Российской Федерации, поднялись до того уровня, когда мы были вынуждены согласовать цены, которые вы видите на столе. К летнему курортному сезону в связи с увеличением количества пассажирских поездов скорость движения грузов становится значительно ниже. Условно, если срок поставки нефтепродуктов зимой составляет 10-15 дней, то летом больше месяца. Теймур Замиквабе отметил, что в этом году задержки с поставками топлива не ожидаются. Ситуация, которая повторялась в прошлом, позапрошлом году, в текущем году намного проще. Мы проводили предварительно еще с апреля переговоры с Северокавказской железной дорогой, и они нас заверили, что в этом году таких проблем, как в прошлом, не будет. По словам Теймура Замиквабе, на данный момент запас топлива есть. Поэтому в течение ближайшего месяца резких скачков в ценах не ожидается. В случае понижения цен на нефтепродукты в России стоимость бензина на автозаправочных станциях Абхазии также снизится. Шазина Ханагуа, Алексей Глухова, Абхазское телевидение. В Москве прошла рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киута и статс-секретаря, заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Обсудили широкий круг вопросов, среди которых реализация программы сотрудничества на 2021-2023 годы, строительство здания совместного информационно-координационного центра в Сухуми, противодействие преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотических средств, розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также обеспечение безопасности российских туристов в период курортного сезона. А накануне представители МВД Абхазии посетили ситуационный центр Москвы, откуда происходит управление интеллектуальной, транспортной, системной российской столицы. Руководитель центра Михаил Кизлык отметил, что, учитывая тесные связи России и Абхазии, они готовы делиться своими знаниями и опытом по вопросам безопасности дорожного движения.
Недавно Кабинет министров принял постановление о списании многолетних насаждений цитрусовых в агрофирме «Гагрипш». О причинах подобного решения, о том, в каких целях будут использоваться высвобожденные земли, расскажет Кугут Савардания. Общая площадь участков агрофирмы «Гагрипш», на которой произрастают цитрусовые деревья, 133 гектара. Согласно решению правительства, цитрусовые насаждения списываются с 2 гектаров земли. По словам специалистов Минсельхоза и администрации Гагарского района, сделать это необходимо. Высохшие и гнилые ветви деревьев, трава практически с человеческий рост, колючки, окутавшие растения. Так сейчас выглядит один из участков с цитрусами, подлежащий списанию. Да и самих цитрусовых здесь почти нет, а те, что есть, не плодоносят, ведь им более 60 лет. Дело в том, что на этом участке много лет нет арендатора, а значит, не было и должного ухода. Ситуация осложнена и тем, что рядом находится кладбище. На 133 гектара более 77 арендаторов. На этом участке арендаторов нету. Другие участки, конечно, они в хорошем состоянии, агроправила выдерживает арендаторы, дирекция совхоза, бригадиры следят за соблюдением агроправил. На этом участке вот такая картина сложилась. Может потому, что даже вот что кладбище расширяется, увеличивается. Мы вот год назад смотрели, вот очень много могил не было. Вот за этот год насколько добавилось могил. Не брали в аренду участок не только потому, что рядом находится кладбище. Другая причина – сложный рельеф. Техники сюда практически не подобраться. Техника, если будет заезжать, откуда она должна заехать? Вот мы по дороге как заезжали, только лишь так, больше другого нету. Сверху нету этой возможности. Там приусадебные участки люди живут. Поэтому только вот по вот этой дороге. Должна техника. Да. Ну и такой возможности, чтобы техника заезжала, тоже нету. Рельеф такой, вы сами видите, что очень склон, более тут 40 градусов склон. После списания деревьев земля останется под кладбище. Решение о списании цитрусовых на этом участке было принято Кабмином только после заключения комиссии. Была сформирована комиссия, значит, из специалистов Министерства сельского хозяйства, также из специалистов землеустроителей и других сотрудников разных ведомств, соответственно, выехали, посмотрели с представителями местной администрации, отдела сельского хозяйства Гагарского района. Действительно видим, что данные насаждения, мы и заранее по документации посмотрели год посадки, и уже ехали сюда с готовым материалом. Когда приехали, в действительности видим, что на самом деле эти насаждения, они биологически устарели на этой территории. То есть мы это все заактировали, зафиксировали. Это наша основная задача. И, соответственно, весь материал представили уже дальше, и он уже в дальнейшем был представлен на заседание Кабинета министров. Ну, естественно, если насаждения, вот посмотрите, в каком они виде, если их нету, естественно, их необходимо списать. Мы же не можем на балансе оставлять вот деревья, которых по сути нет. Аналогичное решение после заключения комиссии Кабмин принял и по второму участку. Здесь 80% цитрусовых находятся в критическом состоянии. Выживших деревьев немного, а те, что есть, болеют и практически не плодоносят. Вот этот гектар, он такой получился, что арендаторов нет. Физиологическая старость этих, уже 60 лет скоро этим деревьям. Климатические условия, град, засуха, холода, и поэтому он в таком состоянии он остался. Единичные остались деревья, которые больше 80% уже они погибли. После списания цитрусовых этот участок будет использован для посадки многолетних насаждений. Кугут Савардания, Амра Зарандия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В селе Кацикыт Гулрыбского района построен новый мост. На строительство из республиканского бюджета было выделено почти 10 миллионов рублей. Работы длились месяц. Мост обеспечит
беспрепятственный проезд специализированной техники к полигону твердых бытовых отходов. Все детали у Сарии Кварацхелия. Завершилось строительство нового моста через реку Малый Кадор в селе Кацикет. По словам главного инженера госпредприятия «Абхазберегозащиты» Юрия Воробьева, ширина старого моста не позволяла переезжать по нему грузовым автомобилям. Поэтому им приходилось пересекать реку вброд. Новый мост рассчитан на проезд большегрузных спецмашин, которые будут перевозить твердые бытовые отходы на территорию нового полигона в селе Кацикет. Здесь были водопропускные кольца, которые недостаточно пропускались через себя воду. Потом его отремонтировали, доложили сверху мостовые плиты, расширили, но все равно не хватало, чтобы весь поток воды проходил сквозь него. Поэтому было принято решение полностью поставить мост с пролетом 12 метров. Демонтированы старые конструкции бетонные. Одна была опора и вот эти кольца водопропускные. Убрали мостовые плиты, были установлены новые опоры на свайном основании, потом сами опоры сборно-монолитные, также установили балки 60-е 12-метровые, и на них настил бетонный 20 сантиметров толщиной, 5 метров шириной. Мост также обеспечит транспортную доступность жителям 2 населенных пунктов, расположенных за рекой Малый Кадор. В общей сложности не менее 50 семей. Мост расширили на поток воды, значит, недостаточно было, забивалось, очень много, часто жаловались жители, и в этом плане тоже, конечно, это нам поможет в дальнейшем. На строительство моста из республиканского бюджета было выделено 9 миллионов 940 тысяч рублей. Работы длились с мая по июнь текущего года. Сария Кварацхелия, Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Более 2 лет в поселке Цандрыпш Гагрского района работает благотворительный центр помощи «Мы вместе». В учреждении функционируют кабинеты лечебной физкультуры, массажа, логомассажа, психолога, дефектолога. Сейчас там проходит реабилитацию порядка 80 пациентов. О работе центра и о проблемах, с которым здесь сталкиваются, в репортаже наших коллег из Гагры ТВ. Маленького Андрея, страдающего микроцефалией, в благотворительный центр помощи «Мы вместе» приводит уже 2-й год. Стены центра стали для него родными, каждый уголок ему хорошо знаком. Заниматься лечебной физкультурой любит под музыку. Однако сначала не все было так просто. Для того, чтобы появился такой результат, понадобились годы усиленных занятий. Сегодня Андрей уже выполняет различные упражнения, в том числе и сложные для него. Благотворительный центр помощи «Мы вместе» появился в поселке Цандрипш 2 года назад. Создание такого рода центра в Гагрском районе было давней мечтой его руководителя Миланы Аджба. Ведь для того, чтобы пройти реабилитацию детям с ограниченными возможностями, приходилось ездить в Сухум либо выезжать за пределами страны. Открытие центра стало возможным после того, как Милана приняла участие в социальном проекте совместной программы Европейского союза Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий Абхазии, где она выиграла грант. Также в этом деле ей оказали поддержку руководство и сотрудники Сухумского реабилитационного центра и Ассоциация инфосодействия. Помещение для центра было выделено на безвозмездной основе администрации поселка Цандрипш в здании поселковой поликлиники. Центр работает на безвозмездной основе. Специалистам для того, чтобы платить зарплату, мы пишем грант, и на грантовой основе мы работаем. У нас работают кабинеты лечебной физкультуры, массажа, логомассажа, психолога, дефектолога, музыкальной терапии. Также мы работаем с волонтерами, мы обучаем их, как правильно взаимодействовать с людьми с ОВЗ, чтобы они помогали нам интегрировать людей с инвалидностью в общество. Они помогают нам на мероприятиях, на занятиях. Очень часто приходят школьники. Также мы проводим мероприятия в школах, чтобы привлекать детей, школьников. Сегодня специалисты центра – это психологи, дефектологи, реабилитологи. Работая с детьми с ограниченными возможностями, каждому из них подбирают определенный курс необходимой реабилитации.
реабилитации. Примерно он длится от 1 до 3 месяцев. В центре проходит реабилитацию порядка 80 пациентов со всего Гагарского района. Необходимо добавить, что при центре имеется автомобиль, который развозит пациентов по всему району. Кабинет лечебной физкультуры работает 4 дня. Специалисты-реабилитологи Ахра Чиковани и Ислам Магометов приезжают из Сухума. Результаты их упорной работы над пациентами становятся очевидны, но для этого нужны месяцы, а порой и годы. Заболевания, диагнозы разные. Это детский церебральный паралич, задержки психомоторного развития, гидроцефалии, микроцефалии. Работаем с различными категориями. Работая месяцами, годами, естественно, мы добиваемся результатов, ставим на ноги, начинают ходить, и психоэмоциональное состояние ребенка улучшается, физическое его состояние. Помимо реабилитационной деятельности, сотрудники центра проводят различного рода мероприятия, направленные в первую очередь на развитие волонтерского движения с целью поддержки взрослых и детей с ограниченными возможностями. Принимают участие в различных форумах. Не так давно они участвовали во Всероссийском инклюзивном образовательном форуме «Без границ», проходившем в Северной Осетии, на котором удостоились призовых мест. Несмотря на все достигнутые успехи, у благотворительного центра помощи «Мы вместе» есть определенные сложности, с которыми самими специалистами не справиться. Специалистов сейчас достаточно, к сожалению, не хватает кабинетов. Главная проблема, наверное, в финансировании, то, что это постоянно на грантовой основе. Сейчас у нас нет гранта, но наши депутаты местные Гагринского района, они нам помогли найти человека, который нам профинансировал зарплату, но это вот на постоянной основе мы ищем зарплату сотрудникам. Это, наверное, наша главная проблема. Проблема также заключается в том, что дети не обследованы. У нас нет такой возможности в Абхазии полностью обследовать детей. Мы перенаправляем их в Сочинский реабилитационный центр «Импульс», где они полностью обследуются. Мы получаем маршрут, и потом уже ребенок проходит реабилитацию. Милана Аджба отмечает, что у них далеко идущие планы. Это и приобретение необходимого оборудования, расширение помещений. Дальнейшие планы – это закуп оборудования. Мы будем докупать тренажеры, которые нам не хватает. Также оснащать кабинеты психолога, дефектолога и массажный кабинет. За 2 года существования у многих пациентов уже есть ощутимые результаты. Благодаря Милане Аджбе у нас есть возможность посещать такой замечательный реабилитационный центр, который называется «Мы вместе». Спасибо большое хочу выразить ей, нашим специалистам. У нас есть хорошие, замечательные результаты. Мы начали делать первые шаги, и это очень здорово. Для нас это очень важно. Спасибо всем нашим реабилитологам. Руководитель центра Милана Аджба сама страдает ДЦП. Несмотря на это, она своим оптимизмом и упорством доказывает всем, что люди с ограниченными возможностями могут быть полноценными членами общества и приносить пользу. Глядя на нее, родители особенных детей, не опуская руки, шаг за шагом преодолевают трудности вместе со своими детьми. 14 июля в 20 часов в Абхазской государственной филармонии состоится концерт одного из самых известных и успешных джазовых музыкантов России – пианиста, виртуоза, композитора, аранжировщика, бенд-лидера Сергея Жилина и его коллектив «Фонограф Джаз-бенд». Зрителей ждут в парке у филармонии в 19 часов. Для поклонников джаза будет организован фуршет, а также выступит группа «Акапелла Экспресс», солисты которой умеют имитировать звуки музыкальных инструментов. Организаторы концерта – Аквафон, фирма «Эвалак», Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии. Билеты можно приобрести в кассе филармонии. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, 6 июля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 24. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.